Жизнь преподносит нам порой удивительные встречи. Отдыхая этим летом в санатории Бесчегда в Подмосковье, мы заметили однажды приятную пожилую женщину, прогуливавшуюся по дорожкам сада в одиночестве, и подошли к ней познакомиться. Клавдия Николаевна Слепцова оказалась нашей землячкой. Вот так подивились мы. Живем в одном городе, а встретились далеко от дома. Как оказалось, наша новая знакомая прожила очень интересную жизнь. Мы договорились о встрече и, слушая ее хорошо поставленный учительский голос, заслушались ее рассказом. Так родилась эта передача. Через годы, через расстояние пронесла эта удивительная женщина интерес к жизни. А ведь жизнь ее не была простой. Своим жестким дыханием опалила ее юность война. Еще школьницей она участвовала в строительстве оборонительных укреплений в Павловском районе на Волге. На фронте я не была, ружья я не держала, но солдатскую кашу с военной повозки мы ели на рытье противотанковых рвов. Я училась в Павловской школе, 7-й, 8 класс закончили весной 41 года, а 22 июня началась Великая Отечественная война. С 1 сентября нас, учеников 9 теперь класса, посылают в деревню по-быстрому убрать картошку. И сразу на другой день после прихода из деревни, собрав в школе, нас отправили на рытье противотанковых рвов. Это было за городом. Большие совковые лопаты, и мы должны были землю выбрасывать на высоту 2 метров. Вообще линия фронта? Трудового фронта длилась на расстоянии 70 километров от города Горького до Павлова и дальше немножко Павловского района. Мы работали у себя в Павлове за городом, копали выбрасывали землю и делали противотанковые рвы. Чтобы пологую сторону танки могли зайти и упереться в прямую стену. Зима, холод, тоже была зима морозная очень, и поэтому землю ночью взрывали специально, а днем мы эту землю выбрасывали наверх. И так в обед нам на военной машине привозили кашу горячую и горячий чай, потому что мы на обед никуда не могли уходить. Шел 2-й год войны. Изнурительная работа продолжалась до самого Нового года, а с января девушка пошла учиться в 9 класс. У нас, кроме уроков, еще и было введено санитарное дело, которое вел начальник госпиталя. Вел у нас санитарное дело. И рассказывая о септика, антисептика, о перевязке там, и особенно на газовую атаку нацеливали. Люисид, иприт, газы знакомил он нас. И кроме того, говорил о раненых в нашем городе. И однажды он нас повел на экскурсию в этот госпиталь. Одна очень мечтала быть врачом. И при входе в эту перевязочную мы увидели на топчанах людей с обрубленными руками, обрубленными ногами. Страшное зрелище было. И девушка не выдержала, увидев это, в обморок упала. И так мы познакомились с страшнейшей перевязочной комнатой. Там работали врачи, перевязки, несколько человек за столами. И рядом лежали вот такие люди. Там много умирало в госпитале.
Как только прошла пора экзаменов, снова начался для Клавдии трудовой фронт. Теперь уже в качестве бригадира. 9 классов, противотанковые рвы, и мы заканчиваем, за полгода заканчиваем 10 класс. И сразу же мне приходит повестка на трудовой фронт. Мне дают бригаду женщин, не имеющих детей маленьких, домохозяек, не имеющих детей маленьких, и 4 мужчины, инвалиды, которые могли физически работать с лопатой и землей. И вот эта бригада была направлена на работу по ремонту оборонительных рубежей. В начало войны стали строиться доты. Они рылись в землю, и земля сразу черная. Самолеты весной летят, черная земля, и могли по этим точкам бомбить. Поэтому нам дали прежде всего работу такую: замаскировать вот эту землю. Разрезали куски этой земли дерна, на носилках уносили, маскировали. Такая была работа. И в 1942 году, 7 ноября, великий наш праздник. И часть людей пригласили в столовую для того, чтобы вручить вот такие грамоты. Вот. И нас в столовой прекрасно, конечно, накормили. Так мы встретили 7 ноября 1942 года. И вот позади школа, впереди студенческие годы. Наша героиня поступила в Горьковский педагогический институт на дошкольное отделение. С общежитием в институте очень трудно. И я, как бы предчувствуя, что надо позаботиться об общежитии. Отец на фронте, а мать дворник. И, конечно, помогать платить за частную квартиру не было средств. Я не могла учиться. И поэтому я пошла после экзаменов, пошла к ректору и доложила вот в таком состоянии. Он сказал: кто пойдет на лесоразработки, всем будет дано общежитие. Итак, вместо того, чтобы начать учиться в сентябре в институте, нас отправили на лесосплав. Это специально человек, оказывается, приехал. Нас 5 человек собралось, девушек, и он повез ночью, значит, по Волге на приток. Вот сейчас я вспоминаю, Иштама, по-моему, назывался, типа маленький поселок. И там это залив от Волги был забит плотами леса. Связки, большие связки леса, и они плохо двигались. И чтобы они двигались, мы баграми с утра до вечера, баграми, вот эти 5 человек нас на расстоянии определенном, баграми двигали до 25 августа. Сентябрь месяц мы трудились на лесосплаве. И опять же ночью, 25 на 26, этот человек увез нас в институт, доставил к директору, к ректору. Там уже была страшная очередь на общежитие. А он нас пропустил без очереди, и нам сразу выписали талоны на общежитие. И я иду в общежитие, оно оказывается очень далеко от института. Конечно, была страшно расстроена. Как 20 человек в комнате? Ну, я выбрала койку около окна и должна была срочно поехать домой, переодеться, забрать необходимые вещи. Сразу вернулась, и с 1 октября у нас начались занятия в институте. В институте нас несколько раз отправляли на разгрузку железнодорожных вагонов. Опять
значит, обязаны были, мы выполняли работу. Попасть в общежитие было трудно. Как это было? Как совпало? Война, беда, мечта и юность. И это все тогда запало, и лишь потом во мне очнулось. Клавдия вспоминает, как они, студенты военных лет, встретили День Победы. Мы вышли из общежития, играет музыка, а мы сами, студенты из этой комнаты, пошли дальше. И фактически по дороге все люди встречались, обнимались, целовались, незнакомые все радовались Дню Победы. И мы дошли пешком до нашего института, по нашей площади прошлись институтской, вернулись домой. Это уже было где-то 10 часов дня. И у кого какие запасы были, а каждый в 20 человек, каждый питался сам по себе. Да? И мы пошли на рынок, значит, купили какие-то недостающие тоже продукты, а у нас в комнате был длинный стол. И накрыли этот стол нашими всякими съедобными явствами. Так мы отметили торжественно День Победы в общежитии. Радостные, счастливые. Ну, конечно, у кого-то было горе, у кого-то уже кто-то погиб. Мы не очень способны на ахи и охи. Нас на прочность не зря испытала война. Мы суровые дети суровой эпохи. Обожгла наши души она. Откуда в ней, в этой хрупкой девочке, взялись недюжинные силы вынести все тяжести, выпавшие на ее долю, думали мы. И Клавдия Николаевна, будто читая в наших глазах этот вопрос, рассказывает. Родилась 25 января 1924 года в городе Бедно-Демьяновске Тамбовской области. Раньше это был купеческий город. Мать была моя домохозяйкой, а отец работал в Павлове на железнодорожном вокзале грузчиком. А мать потом стала работать дворником в городе Павлове. И после переезда, значит, в Павлово я училась в Павловской школе, 7-й, 8 класс закончили весной 41 года, а 22 июня началась Великая Отечественная война. И отца моего сразу же забрали на Отечественную войну. Он оказался в блокадном Ленинграде. Послали на защиту Ленинграда и оказался в блокадном Ленинграде. И впоследствии его сестра из Ленинграда привезла еле живого, опухшего. Он еле двигался от голода, опухшего такого. И ему в военкомате дали сразу мешок муки. А мы жили очень близко от рынка. Совсем рядом был крестьянский рынок, и туда женщины из деревень ближайших приносили на рынок молоко. Топленое, в бидонах, жирное молоко было. И мы на работе, мать, уже дворники никому не нужны были, мать на самых тяжелых работах, на разгрузке, на погрузке всяких материалов. Я на линии обороны, отец один сам управлялся. И вот он с котелком ходил на этот крестьянский рынок, в солдатской форме своей приехавшей, и крестьянки ему наливали молоко помаленьку, где-то творог, видимо, молоко. И вот за счет этого он выжил, за 4 месяца поправился, и его обратно забрали на фронт. Здесь уже он сопровождал вагоны железнодорожные по направлению в Японию. Готовилась борьба с
на японский фронт, в общем. И тоже в вагонах с сухомяткой пойти давали им, конечно, но сухомяткой здоровье было подорвано после войны в мае, а мой отец вернулся только в конце сентября. Тем временем закончились годы учебы. На распределении в институте будущим педагогам предложили самые крайние точки Советского Союза. Клавдия по совету преподавателей выбрала север. Подружкой, значит, вот взяли Якутию. Нам вдруг предлагают Сахалин. Был еще, видимо, не занят. Ну, мы, конечно, уж раз мы выбрали Якутию, поедем. А декан у нас была женщина. Она сразу пошла на кафедру географии, где это Якутия, что это Якутия. И значит, узнают, что мороженое молоко, мороженое мясо, мороженая рыба, там. Вот. Ну и мы едем, летим в Якутию. О том, как встретила их Якутск, она помнит, как будто это было только вчера, и рассказывает с радостью. Начался новый, счастливый этап ее жизни. В порту нас встретила грузовая машина. В порту нашем. Грузовая машина. Студентов там куча на грузовой машине привезли в Министерство сельского хозяйства. И позвонили, и сразу за нами приехали из Министерства просвещения на шикарной машине министра нашего Тюльского знаменитого. И сразу привезли в комнату, чистая комната, побеленная, покрашенная, но маленькая. 2 койки. Я помню, мать мне из простого ситца специально заказала одеяло теплые, ватные. Мы приехали с постельными принадлежностями. И так мы стали жить. Так мы стали жить в этом. Но в этой комнате мы прожили недолго. Нам дали большую комнату, которая была разгорожена пополам. И в одной у нас оказалась спальня, а в другой едальня. Сразу повезли в магазин посуду. Из-под прилавка дали необходимые чашки, кастрюли, и мы обзавелись хозяйством сразу. Ну и вот готовили пищу. Встреча прошла очень хорошо, начали работать. Значит, я в училище. Пришли мы в училище к директору Потапову, который провел по всему зданию. И нас очень поразила чистота. К началу учебного года порядок, чистота. На шторах во всех классах белые решелье вышитые шторы. Сверху донизу. Чисто, порядок. Он познакомил. Ну, а кто будет из вас работать, это уже вы тут решаете. Ну, вот мы потом решили. И так я пришла в училище и начала работать. И самым, пожалуй, первым человеком в училище оказалась Любовь Федоровна Кормилова. Это жена Николая Егоровича Мординова. Она первая выпускница 1931 года Ленинградского дошкольного факультета. Открывала училище наше. Вот. Она встретила и сразу повела меня по детским садам знакомить. Вот это будет ваш методист. Она будет давать все новое. Пожалуйста, слушайте, прислушивайтесь, старайтесь воспринимать. Она будут у вас проходить студенты практику, она руководит и будет вас тоже готовить к практике. И так я начала работать. Мне и руководство педпрактикой, мне метод объединений дали. 4 человека метод объединения. 2 нас специалистов, а 2 бывший руководитель в дошкольном отделении, мужчина. Он и общей педагогики и психологии на школьное отделение тоже приехала 1-й год
Московского института, метод объединения. Я руководитель этого метода объединения. В общем, кроме уроков, еще вот такая общественная работа. Ну и, конечно, началась работа. 7 предметов разных. Хорошо, что какие-то конспекты с собой я привезла, мы привезли с собой из института. Учебников практически не было. Педагогика Левенщириной одна была, больше ничего фактически не было. Поэтому приходилось заниматься, ходить в научную библиотеку мне после уроков по программе, искать нужные материалы. Педучилище стало для нее родным домом. Здесь она встретила свою любовь, нашла свое призвание. Незаметно пролетели 40 лет. Методика математики. Там надо пособие. Методика изобразительной деятельности. Там надо пособие. А эти предметы вел Слепцов Григорий Игнатьевич. Поэтому невольно я к нему стала обращаться за помощью. Он любезно старался все сделать, любезно. И образцы для урока, пособие нужно. Это был мой первый помощник по изготовлению пособий. Он вел до меня рисование, он до меня вел методику рисования, так, у учащихся. И поэтому он знаком хорошо тоже с дошкольным отделением, с работой. И я у него получала очень большую помощь от него при проведении уроков. Наглядные пособия. Нас в институте учили наглядные пособия. И вот тут он был мой первый помощник. Стеснялся объясниться. Поехал в санаторий. И оттуда каждый день буквально шли письма. Добрые, хорошие письма. Заходя на почту, почтальонша мне говорил: идите, идите, письмо ждет. И так он побыл на 2 курортах, поправил здоровье свое, приехал. И дальше уже знакомство настоящее. И потом объяснение настоящее. И 5 декабря 60-го года, 5 декабря свадьба. Я никому ничего не говорил, он сам объявлял всем. 20 человек было на свадьбе. И так 5 декабря поженились, а 7 октября 51 года родился сын. И так счастливая семья, продолжали работать в училище. Он 50 лет стаж у него в училище, у меня 40 лет. Прожили супруги Слепцовы 30 лет в любви и согласии. Потом она осталась одна. Любимый муж рано ушел из жизни, но по сей день ее окружают любящие люди, ученики, сын Геннадий, невестка, внуки, коллеги. Отличник народного просвещения РСФСР, заслуженный учитель ЯССР, почетный ветеран системы образования Республики Саха-Якутия. Клавдия Ивановна Слепцова и ее половинка Слепцов Григорий Игнатьевич внесены в книгу «Дошкольное образование Республики Саха-Якутия. Истоки и развитие», посвященную 80-летию педагогического училища, теперь колледжа. Не забыт и трудовой подвиг Клавдии Николаевны в годы Великой Отечественной войны. Ее воспоминания вошли в книгу памяти жителей Павловского района, участников строительства оборонительных укреплений в 1941-1942 годах. В свои 93 Клавдия Николаевна бодра и жизнерадостна, активна и деятельна. Прощаясь, Клавдия Николаевна поделилась с нами своим заветным желанием еще раз побывать в санатории Бесчегда. Почему бы и нет? Она, как и все ее поколение, заслужила хороший отдых, заботу и внимание. А ее неиссякаемой энергии и жизнелюбия хватит на всех нас вместе взятых.